Да, продолжим мы традиционным включением с нашими коллегами из Центра управления республикой. Лиана Хабибуллина с нами на связи. Доброе утро. Доброе утро. Есть изменения в социальной сфере, о которых важно знать жителям Башкортостана. Об этом сегодня мы с вами и поговорим. У нас в гостях руководитель отделения Социального фонда России по Республике Башкортостан Фаниль Вахитов. Доброе утро, Фаниль Римович. Доброе утро. Информсистемы ЦУР Башкортостана ловят сообщения жителей. Некоторые из них касаются пенсий. Знаем, что с 1 апреля пенсии индексируются. А насколько будет повышение? Да, действительно, с 1 апреля каждого года социальный фонд индексирует социальные пенсии. В этом году индексация будет произведена на 7,5%. Дополнительно на этой цели будет направлено 105 миллионов рублей. Да, суммы большие. А кого затронет эти пенсии? Социальные пенсии, индексация социальных пенсий затронет в нашей республике более 104 тысяч жителей. Напомню, что социальные пенсии положены тем гражданам, которые по каким-то причинам имеют недостаточный стаж для назначения страховой пенсии. Выплаты также положены людям, имеющим инвалидность или потерявшим кормильца. Те граждане, которые получают социальную пенсию ниже прожиточного минимума, имеют право на доплату. Прожиточный минимум в Республике Башкортостан на 2024 год установлен в размере 12 530 рублей. У нас в целом на экране карточка с категориями, кому положены выплаты. Фаниль Римович, а нужно ли обращаться куда-то с заявлением? Нет, с заявлением обращаться никуда не нужно. Все расчеты социальный фонд проводит в автоматическом режиме, беззаявительно для граждан. И мы эту работу всегда проводим заблаговременно. Также напомню, что в этом году это уже третья индексация, третье повышение. С января на 7,5% были повышены размеры страховых пенсий. Это коснулось более 1 миллиона пенсионеров нашей республики. А с 1 февраля также текущего года на 7,4% были повышены размеры ежемесячных денежных выплат федеральным льготникам. Ну, это хорошие новости. Фаниль Римович, ежегодно с 2019 года участникам и ветеранам Великой Отечественной войны перечисляется единовременная денежная выплата. А в этом году она будет? Да, будет. Данные выплаты проводятся в соответствии с указом президента Российской Федерации. Также установление, начисление этой выплаты мы провели также заблаговременно и также по тем данным, которые имеются в распоряжении социального фонда. Размер выплаты составит 10 тысяч рублей. Выплату наши уважаемые пенсионеры получат уже в апреле и до Дня Победы заблаговременно. Привычным для них способом те, кто получает через почту, получат ее вместе с пенсией через почту. Те, кто получает через кредитное учреждение, получат ее в банке также в даты перечисления пенсии. Фаниль Римович, а сколько ветеранов у нас получат эту выплату? Такую выплату в нашей республике получат 162 ветерана, которые принимали непосредственное участие в Великой Отечественной войне. Фаниль Римович, еще знаем, что в этом году положены выплаты для медицинских работников, ведь так? Да, данные выплаты также выплачиваются в соответствии с поручением президента Российской Федерации, и повышение уже произойдет в марте. Данную работу мы уже проводим, начиная с 2023 года. Работа ведется совместно с Минздравом нашей республики. Минздрав направляет нам реестры, в которых указывают тех медицинских работников, которым положены данные выплаты. Если коснуться размеров, по которым произойдет увеличение, то для врачей, которые работают в больницах, поликлиниках или в медицинских учреждениях первичного звена, то если они обслуживают население, населенные пункты, где проживает до 50 тысяч жителей, то у них доплата составит до 50 тысяч рублей, а для среднего медицинского персонала до 30 тысяч рублей. А по тем населенным пунктам, где врачи обслуживают от 50 до 100 тысяч жителей, размеры выплат составят для врачей 29 тысяч рублей, а для среднего медицинского персонала 13 тысяч рублей. Фаниль Римович, вы нам сегодня столько нужной и важной информации рассказали. Вот если все-таки у жителей остались какие-то вопросы, куда они могут обратиться?
Наши жители в любое время могут обратиться в наши клиентские службы. Они работают и действуют в каждом районе и в каждом городе. Также для удобства граждан, начиная с марта, вводится дополнительный день для приема граждан и страхователей в каждую последнюю субботу месяца. Таким днем, первым таким днем станет как раз 30 марта. На этой неделе уже? На этой неделе. В такие дни и граждане, и страхователи также могут обращаться в социальный фонд по всему перечню государственных услуг, которые оказываются через нас. Ну и также напомню, что действует наш контакт-центр, куда граждане также могут обращаться. Напомню его номер 8 800 100 00 01. Спасибо большое, Фаниль Римович, за интересную беседу. Хорошего дня. Спасибо. Мы благодарим вас за действительно важную, полезную информацию и до встречи в эфире.